Спасибо большое, Николай, что сделал такое введение в Цибико. Мне не нужно никаких персональных каких-то аспектов тут подсвечивать. Я сосредоточусь только на его маршруте и вот той конкретной работе, которая была сделана. Вот как вот Николай хорошо отметил, я тоже хотел с этого начать, что часто для нас маршрут какого-то путешественника, да, он высвечивается какими-то большими такими точками на карте, что ли. Ну, все мы знаем, что Цыбиков это путешествовал в Урги, в Лхасу, и, кажется, он был в Гумбуме, и еще, кажется, в Лабране. Да? Вот. На самом деле за этим, вот этими хайлайтами, этими точками стоит гораздо более подробное путешествие со своим огромным количеством других мест и точек, которые тоже, безусловно, являются интересными и важными для того, чтобы лучше понять, как происходило паломничество, как все было связано в те времена и так далее. Поэтому моя презентация про это. Небольшой дисклеймер. Я профессионально не являюсь ни монголоведом, ни буддологом, ни историком даже. Да? Моя специальность — это карты, IT, ГИС, вот то, что Дима сказал. Ну, то есть я такой больше айтишник, инженер, можно сказать так. Вот, поэтому могу говорить какие-то странные вещи, сразу извиняюсь за это. Перед нами стоит две задачи. Стоит до сих пор две задачи. Первая — это по дневникам Цыбикова найти как можно больше точных расположений, современных расположений тех топонимов, которые он упоминает. Но что такое топоним, наверное, все знают, это географическое положение объекта, да, с названием некоторым. Вот. Это первая задача, то есть рассыпать их по карте. А вторая задача — это увязать их в то, что называется консистентный маршрут. Вот. Тоже мы можем, сейчас увидим на паре примеров, можем очень быстро сказать, вот отсюда сюда по прямой линии столько-то километров, да, вот, но все происходит по-другому в реальности. Маршрут должен быть консистентен, то есть он должен быть, отвечать неким реальным параметрам. Если вы двигаетесь на верблюде, то вы не можете со скоростью автомобиля перемещаться. Да, но сначала хотел еще раз подсветить карты предшественники, то есть как, в принципе, маршруты, может быть, до меня. Я попытался найти несколько, просто чтобы проверить, не сделал ли кто-то уже эту работу. Вот примерно все, что я нашел. У Доржиева в 1973 году вот такая схема, то есть мы опять видим ту же самую историю. Да? Вот Урга, вот Лхаса, Гумбум, Лавран, по прямой линии примерно вот так. Цыбиков, пришел туда, куда надо. Для определенных задач этого, безусловно, достаточно. Вот, как я сказал, не дает полного представления о том, как же все-таки перемещения его происходили. Вот. Или, например, то, что на памятнике в Агинском, да, как ни странно, тоже на нем есть карта. Тут плоховато видно, но вот видно, что тоже есть карта. Она с севера на юг перевернута, то есть она идет, на север на юг идет, поэтому немножко непривычно. Это те же самые основные вещи, и, что интересно, добавляется Кунь-Лунь. Вот. Кунь-Лунь — это такая название горной страны, то есть серии хребтов и так далее. Цыбиков действительно пересекал Кунь-Лунь, но что интересно? Интересно то, что он никогда его не упоминал. То есть в его дневниках вы не найдете ни одного упоминания вот именно такого топонима. Да? Он называл это как угодно по-другому, но не так. Вот интересно, но факт, что называется. Пробегусь по источникам информации, то есть откуда мы извлекали информацию. Первая книга, которая, собственно, попала в руки, когда мы начали эту работу, это было то самое издание 91 года. Почему она? Потому что Ирина везла ее с собой, и когда мы начали все это обсуждать, я довольно быстро понял, что с точки зрения работа будет очень простая. Вот, значит, приедем в Самье, там надо будет поставить точку на карте. Приедем в Сакию, там тоже надо будет поставить точку на карте. Я подумал, что же буду делать основные 90% времени. Вот. И так как была книга, я тоже начал читать, и сразу понял, что вот же огромное количество информации, которое ждет того, чтобы ее всю подробно наложили на карту. Поэтому это наш основной источник. Дальше вся информация будет в основном на нем. Вот. Николай, опять же, упоминал уже, что первое издание было гораздо дальше, но с точки зрения текста это пример, там нету практически никаких отличий. Это тот же самый текст, что и в 91 году. И поэтому то, что она не попала сразу, или я не начал с нее, не является большой проблемой. Вот. А что интересно в этом издании, то, что
оно хорошо очень иллюстрировано. И как бы внимательно, если вот именно на топонимы как бы сосредоточиться, то мы увидим, что некоторые фотографии являются сами по себе источниками топонимов. Опять же, Цыбиков в тексте в 1991 году тоже не упоминал Гандан. Но если мы смотрим это издание, то мы видим, что здесь есть и фотографии, и упоминания, и более того, вот Гандан, да, вдали. Гандан — это монастырь большой в Улан-Баторе. Вот. И мы понимаем, где он стоял, да, то есть мы можем эту первую точку, откуда он начал, значит, зафиксировать и от нее уже двигаться дальше. Вот. Ну, побегу дальше. Значит, что еще из источников? Из источников интересная такая выкопировка маршрута, которую кто-то сделал, непонятно кто. Она находится в архиве Рерихов, тоже гуглится, если интересно, можете этот документ тоже найти. Она только часть маршрута Цыбикова описывает, но она интересна тем, что там используются другие как бы версии топонимов. Почему-то не смог я выяснить, хотя спросили в музее, и они даже ответили, не смогли выяснить, кто ее сделал, как. Но это было очень полезно, потому что там были другие написания топонимов, они по-другому гуглились, искались и помогли довольно сильно. Вот. И такой один из самых мощных источников. Спасибо ЦРВК и АМБТ за то, что он дал к нему доступ. Мы не смогли как бы полностью его проштудировать, он появился в самом конце. Ну и хорошо, потому что если бы мы работали с такими текстами, то боюсь, что этот проект занял бы несколько лет, а не несколько месяцев. Вот. Но тем не менее, дневники Цыбикова тоже уникальным источником информации являются, разрешают некоторые вопросы вот, про тому, где конкретно нашел его маршрут. В них много топонимов, которые не упоминаются в основных вот этих вот публикациях. Да? Почему они были выброшены? Ну, там другой вопрос, но тем не менее, это ценный источник информации, который мы тоже отчасти использовали. Ну, тексты, как вы видели, очень криптические и сложные использования, поэтому большое спасибо Семичеву, вот, который преобразовал их в такие гораздо более читаемые, дешифрированные как бы, тексты, которые мы тоже переводили уже в цифру и как бы, с ними дальше работали. Ну, вот такие источники. Последний немного странный источник, но я хотел бы на нем остановиться, потому что некую благодарность выразить. Это тоже издание маршрутов Цыбикова, дневников Цыбикова. Ну, это те же самые тексты. Оно странно. Почему странно? Потому что у него совершенно нет никаких выходных данных. Ни в каком году это было сделано, но относительно недавно, можно догадаться. Ни какого-то выходного номера, знаете, как в публикации бывает и так далее. Но у него есть одно огромное преимущество, вот почему я ему благодарен. Потому что технологически это сделано так, что из него можно копировать, в нем можно искать, и этот текст очень помогал в работе, потому что можно было мгновенно перемещаться между топонимами различными, искать, упоминалось, не упоминалось. Как вы понимаете, на отсканированном тексте это очень сложно. Поэтому вот просто упоминаю, что это полезно. Очень было полезно, и вы можете тоже его найти и ознакомиться легко. Вот. Ну и пойдем по самой технологии, собственно, как это восстановление маршрута происходило. Шаг первый. Извлекаем топонимы. Извлечение топонимов — это мы читаем текст внимательно и ищем упоминания рек, гор, хребтов, населенных пунктов и так далее. Вытаскиваем из этого текста. Что еще вытаскиваем? Вытаскиваем расстояние. Интересно, что Цыбиков начал отмечать, сколько он прошел, только где-то примерно с середины маршрута. Опять, я не знаю, не понимаю, почему он не делал этого раньше, по всей видимости, потому что он думал, что это такие избитые как бы тропы, что в принципе нечего тут считать, что называется, но это теория. Но тем не менее, эти версты потом очень помогли, когда он писал, сколько верст в день они прошли, тоже это извлекаем. И третья существенная часть маршрута — это так называемые остановки, там, где у Цыбикова он просто пишет, остановились там, ночевали в степи, да. Вот, почему это опять же важно? Потому что нужно от чего-то измерять расстояние, и часто это не было привязано к тому или иному топониму, то есть вместо не было названия, и поэтому это тоже извлекалось. Ну, вот результат всего этого извлечения, мои любимые таблицы. Да, мы построили такую таблицу,
по первой колонке, значит, топонимы, типы объектов, там горы, хребты, монастыри. Был ли топоним на маршруте или нет, тоже интересно, потому что дневник Цыбикова — это не просто тут «я вот шел только здесь». Нет, он описывает окружающую местность, рассказывает про другие монастыри, он их не посещает, они не лежат на маршруте, но это очень важно для того, чтобы тоже вот полную такую картину увидеть его путешествия. Номер стоянки, километраж тот самый, там даты, участок и так далее. Ну, сделали такую таблицу. И пошли уже, переходим к основной работе. Это был довольно простой этап. Сидя в машине, значит, в нашей экспедиции, я уже первую версию этой таблицы как бы набросал, что называется. Думал, ну вот, все, сейчас все по красоте, значит, сделаем все очень легко и изящно, и еще экспедиция не закончится, а у нас уже будет полный маршрут. Ага, значит, что дальше? Надо координаты каждой точки найти. Для этого что надо сделать? Надо найти ее на карте для каждого топонима, да? Ну, естественно, поиск в интернете. Значит, сел и начал искать. Значит, мое состояние после вот того, как я прошел по всем этим топонимам и поискал в интернете, оно было близкое к ужасу, потому что не находилось ничего, практически ничего. Ну, конечно, Гумбум опять Лавран ругал Хаса. Вот, я был близок к тому, чтобы сказать, нет, это невозможно, ну, просто ничего нельзя сделать, вот, и ничего не находится. Вот, ну, как бы выдохнул, вспомнил, что я вообще-то по специальности картограф, ну, моя область специализации, скажем так, картограф, и нужно привлекать какие-то более мощные источники информации, и пошел как бы в карты, да. Вот, карты делятся на две больших группы. Ну, какие карты вообще используются для такого? Во-первых, исторические. Вот, существует, не скажу, что прям очень много, но существенное количество других карт, которые так или иначе кусочками захватывают маршруты Цыбикова, и их можно кросс-референс, то есть вместе как бы счесть. Ну, например, маршрут Роборовского, да, другого очень известного исследователя. Если тут приглядеться, извините, не будет видно, я вам покажу так. Вот здесь Кукунор, да, и много топонимов, которые вот здесь в этой области упоминаются, они цыбиковские. Вот. И мы можем таким образом, ага, тут даже линия есть, ага, вот это примерно здесь, и потом же искать это на более современных картах. Спасибо, что ж такое. Я ничего не делал. Вот, отлично. Много карт в библиотеке Конгресса, в библиотеках Гарварда и так далее. Это все публично доступно. Я хочу подчеркнуть, что вот все, что я перечисляю, в принципе, вот кроме, пожалуй, дневников, да, оригинальных, это все публично доступная информация, поэтому как бы все можно сделать в любой момент, любому человеку. Вот, тоже иностранный источник, другие написания и так далее, но при должной степени занудства можно это найти. И два источника, это были исторические карты, их много, я все, естественно, не смогу перечислить, это десятки, может быть, под сотню. Значит, и два источника таких необычных для подобных исследований, и я начинаю думать, что, может быть, поэтому такие исследования очень плохо удаются людям, что они пытаются сосредоточиться на статьях, там, на текстовых описаниях, на каких-то других исследователях и на вот исторических картах, но не используют то, что на самом деле в современности, ну, мир как бы изменился, да, и появились другие источники информации. Два картографических источника, которые помогли эту работу сделать как бы, ну, на таком хорошем уровне, как, ну, мне кажется. Первый — это генштабовские наши карты, 5-километровки, да, для тех, кто знает, это в Советском Союзе была программа картирования всего мира. Вот, и это было довольно давно, там 60-70-е годы состояние местности, но это хорошо, потому что это приближает нас на самом деле к времени путешествия Цыбикова и действительно дает очень много топонимов, которые можно найти, которые можно вот так вот тоже найти на этих картах. И второй, тоже необычный, для меня уже полностью необычный источник, это Google карты, Google Maps. Да? Хочу отметить, что сами по себе китайские карты, ну там Байду знаете, наверное, еще что-то, они довольно плохие. Вот, такое ощущение, что вот, в китайском части маршрута, китайцы как не очень интересуются, что ли, картами. Они не полные, там мало информации, она какая-то очень обрывочная и так далее. Вот, Google при этом где-то достал и вывалил на карту огромное количество топонимической информации. Да? Ну, тут просто два примера. Вот Тенгри и Лису — это такие пески, которые Цыбиков пересекал. И отдельный просто колодец. Название колодца, вот оно Ехэ-Танхуэй называется. И если внимательно приглядеться, то можно найти эти названия на Google картах. Вот, это что-то такое
фантастическая, на мой взгляд, потому что уровень подробностей, который вот существует, и огромное количество других топонимов, и, естественно, это много работы, должен все отсмотреть, как бы поискать и так далее, но очень сильно помогает для такой работы. Вот поэтому Google Maps это оказалось очень круто и полезно. Вот. Потом все это было по современным дорогам увязано в некий, был построен маршрут, то есть не просто прямыми линиями это все соединялось, а бралась современная дорога, которая между там определенными топонимами их соединяет, да, в каком-то таком более-менее правдоподобном виде, и строился этот самый маршрут. Вот. Я исходил из предположения, что современные дороги в принципе не абы где проложены, и Цыбиков шел примерно там. Может быть, с какими-то незначительными нюансами. И последний шаг – это остановки, те самые остановки, о которых я говорил, вот эти вот самые остановились в степи, да, и контроль расстояния. То есть, когда мы строили этот маршрут, мы все время контролировали, какое расстояние мог пройти Цыбиков. Вот. Мы знали, что там его переходы, они были редко более 50 километров в день. Поэтому он не мог магически перелететь там на 100 километров. Вот. И когда вы знаете дороги, вы знаете, как он идет, вы в процессе выстраивания маршрута, на самом деле задача не такой становится сложной, потому что вы все время ищете не просто где-то этот топоним, а ищете его в пределах некой небольшой области, да? И задача превращается в более такую реальную. Да? И там отмечаете дальше, там, найден этот топоним, не найден, какая номер стоянки, километраж, вот то, что я уже говорил в этой таблице. И ставите на карту, все время ставите на карту эти самые точки. Так, итого. То есть немножко в цифрах про весь маршрут. Мы его положили, что получается? Получается, что километраж, точный километраж из Ургел-Лхасу пройдено 4140 километров, 251 день. Не очень сложная цифра, не сложная, в смысле интересная, в том плане, что ее может любой человек из дневников подчеркнуть. Но вот стоянок у Цыбикова было всего 130. То есть на самом деле 131 день он находился в пути. Почему меньше эта цифра значительно? Потому что он много времени проводил в разных точках своего остановок. То есть он в Лошане несколько недель провел, в Гумбуме там пару месяцев посидел и так далее. То есть на самом деле двигался он 4 с лишним месяца находился непосредственно в пути. Максимальную высоту, конечно, можем тоже посчитать. Вот как-то жалко, 1 метра не хватило до круглой цифры, но тем не менее. И всего топонимов. Вот сколько было топонимов? 176 топонимов упоминает Цыбиков на первой части своего путешествия. И из них мы смогли найти 133. То есть эта работа, к сожалению, не имеет конца. Да, спасибо. Спасибо, кто оценил. Это не конец моей презентации. Конец моей презентации. Сейчас пойдет вторая часть. Еще немножко про результаты. Есть печатная карта. Получилось сделать очень красивая, очень вдохновляющая. Она где-то лежит здесь, за мной. Когда закончу, можно взять. 30 штук. Напечатали, поэтому кому-то достанется, кому-то не достанется. Но, может, туда лучше переложить, а то меня... Да, можно по рядам, как удобно. В общем, здесь есть и сама карта, и топонимы. В общем, вся работа такая, синтезирована, скажем так. Есть интерактивная версия. Есть интерактивная версия у той же самой карты, в ней гораздо больше информации. Там можно посмотреть и значит, вот эти самые 5-километровки, и Google подключен там уже, и информация там по отдельным топонимам можно щелкать. Короче, эта ссылка, она рабочая или по QR-коду. Единственный нюанс, ее лучше смотреть с компьютера. На мобильном будет работать плохо, к сожалению. Будет просто неудобно, очень много информации. Поэтому смотрите с компьютера и можете по некоторым вещам можно просто повторить мои выводы. Сказать, да, тут, Максим, ты дал маху. И Харат Алгой, и Дзарат Алгой – это две разные вещи. Я знаю, что это разные вещи, но я все-таки считаю, что это была она. И так далее. Значит, вторая часть моей презентации, я не знаю, сколько времени потратил, я не читал. Есть, да, слава богу. Что? Вперед? Куда? На QR-код. Еще немножко. Да, я думаю, презентация где-то будет выложена тоже, поэтому, да, сфотографируйте.
вторая часть моей презентации, я просто подумал, что будет здорово, если мы сможем проехать по всему маршруту с некоторыми небольшими отступлениями по тем, как бы, таким полудетективным историям, которые пришлось, как бы, ну, которые мы столкнулись в процессе вот, как бы, разборки все-таки, что это за место, да, для того, чтобы ответить, что это за место, на главный вопрос, где оно находится. Поехали. Значит, будет 8 участков, начинаем в Урге. Гандан в масштабе совпадает, поэтому фактически это Урга-Гандан, да, то есть первая у него остановка, и пошли. Синеньким это остановки на карте, то есть видите, они мало совпадают на самом деле, ну не всегда совпадают, а желтеньким это топонимы, которые упоминает Цыбиков, которые удалось как бы найти в том или ином приближении. Вот. Ну там пример, да, Рачинда это колодец, вот, он находится в отдалении от маршрута, но местность могла называться вполне как этот колодец. Поэтому мы делаем вид, что, ну, скорее всего, помечаем это как найденное и такой записываем себе, окей, как бы, да. Будем дальше, наверное, быстрее двигаться. Вот, интересный бухук. Давайте на бухуке немножко остановимся. У меня вот такими рамочками то, что мне надо подсветить. Бухук — это интересно. От Урги до такое место Сайрусу называется, прямо на юг вел тракт почтовых станций, по которому двигалась почта. Вот, и эта карта существует, вот она, и на ней этот топоним называется Бакук, да, попробуйте нагуглить, называется, даже если бы это и было текстом, ничего бы не нашлось, но тем не менее он находится, эта станция как бы, ну, ее можно четко привязать и таким образом отметить на карте. Вот он здесь. Едем дальше. То есть сейчас как будто бы двигаемся, вот, ну, проезжаем, и, естественно, оно вот хотел что-то интерактивное такое придумать, но не смог это дело придумать заранее, поэтому неважно. Идем, значит, дальше прямо на север. Я, кстати, не знаю, почему он по этому почтовому тракту не двигался. Он идет где-то здесь параллельно, но двигался по другому маршруту, но тем не менее. Значит, что тут интересно? Хребет Шанхай, так называемый, тоже различные колодцы и монастыри и так далее. Вот все это упоминается, но как бы пока на этом здесь останавливаться не буду. Подходим к границе, это современная граница Монголии, да, тут пересекающая река Дундагун, гора Багдуула и так далее, все это хорошо находится на картах. Вот, пересекаем границу современной Монголии, входим во внутреннюю Монголию. Вот, это, значит, монастырь Тукумасумэ. И интересная точка Джартайн-Нур и Джартайн-Девасу-Байшин. Значит, интересна она чем? Тем, что Цыбика — это просто описано как набор домиков, и, казалось бы, я думал, что мы никогда не найдем это на картах. Тем не менее, этот пункт находится практически на всех картах, исторических и разных других. Почему? Потому что здесь осуществлялась добыча соли в этой географической области, и отсюда соль вывозилась в разные места, например, в Дынкоу. Вот. Дынкоу интересен тем, что он упоминается у Владимира Набокова в его повести «Дар». Да? Вот у него тоже есть герой, который участвовал в экспедициях, но, к сожалению, умер от гангрены именно в Дынкоу. Вот. Это как-то не сильно помогает помочь это в географическом пространстве, но интересно то, что вот эти топонимы упоминаемые, они как бы связаны между собой и такие какие-то интересные упоминания, истории рождают. Вот, это Дынкоу, движемся дальше. Здесь начинается много всего, и это тоже интересная штука, которая отличает как бы монгольскую часть маршрута от китайской. Как можете видеть, это один и тот же масштаб, чтобы вы понимали, а гораздо больше топонимов найдено именно благодаря тому, что вот картографические материалы более качественные, что ли. Вот, в Монголии, например, очень много сложностей, очень много ненайденных топонимов именно были в Монголии. Вот, там есть над чем еще поработать. Ну и тут много всего происходит. Давайте остановимся на... Цыбиков прибывает в Дынь-Юаньфу, город, да, в котором несколько недель проводит современная Лошань, тот самый Баян-Хото, который был на 5-километровке. И один из топонимов, который упоминает, это гора Бугуту. Ну, в Лошане 3 крупных горы. Баян-Багдо, Бугуту и Баян-Сумбер, и одна из них Бугуту. И я, когда за нее зацепился, у меня случилось такое ответвление в странное немножко место, которое называется наковальня Чингисхана. Есть другой исследователь, Чернов, который прошел вдоль Алашани и в то же самое время, 1900 год тоже был. Вот, и он
написал, собственно, те же самые места, там и гора Бугуту всплыла, и другие топонимы. Вот. Но одно из интересных мест, которое он написал, на самом юге здесь находится, называется Аран-Дыши. Вот. Наковальня Чингисхана, где по преданию Чингисхан, значит, подковал своего скакуна. Вот. И если, опять же, погуглить, поискать, очень мало находится информации, за исключением одной большой статьи, которая на самом деле помещает наковальню Чингисхана в другое место, которое находится в Бурятии, в Тункинском нацпарке, и называется Урун-Душе, или гора на современных картах Урун-Дучи. Вот, то есть это вторая наковальня Чингисхана, как я это называю. А третья наковальня – это уже Гумилев. У Гумилева есть биография жизни замечательных людей, где тоже описывается эта история. И в Новоселенгинске, под Новоселенгинском, есть гора Дархан, согласно Гумилеву, я тут просто не стал цитаты все эти ставить, который тоже находится в наковальне Чингисхана. Можете выбрать любую. Чем мне нравится Аран-Дыши? Тем, что оно находится всего в 40 километрах от Иньшаня. Иньшань или Нинсяфу у Цыбикова. Это место, где по историческим документам умер Чингисхан. Вот. Так что такая интрига. Вот. Еще одна интересная, тоже мне понравилась история про Тенгри-Лису. Тенгри-Лису – это пески. Вообще вся эта территория, такие Алашанская, это пустыня. Вот, он тоже ее пересекал здесь, и Тенгри-Лису. Поэтическую нашел одну сноску такую. Ну, вообще это тоже святое такое место у богомольцев, там они приблюдают добродетель. Вот, ну, Парнов пишет так: «Пересекая пустыню Тенгри-Лису, блаженство я с душе с собой унесу». Вот, мне показалось мотивирующе. Вот, и поэтому тут мы нашли эти точки на карте и двинулись дальше. Двигаемся дальше и уже переходим подходим к Гумбуму. Гумбум находится здесь, не подписан, это не страшно. Это Гумбум, это Лабран. Цыбиков двигался вдоль реки Синин. Вот, Сининфу, да, в город Сининфу проходил и так далее. Тут много других интересных мест. Вот Синин. Вот. Дошел он до Гумбума, а из Гумбума знаете, что он совершил как бы такое ответвление в своем маршруте в Лабран. Вот как оно выглядит. А не вот прямая линия, пожалуйста, ну не важно. Это я уже так ерничаю. Значит, в Лабран. Что тут интересно? Интересно вот что. Во всех источниках совершена одна огромная ошибка. Я не знаю, почему она совершена. И как? Выглядит она так. Во всех, вот я специально привел 2019 года скриншот, чтобы это не было так, что там в 91-м кто-то облажался, извините. Нет, это именно с 2019 года пошло. Он пишет: 28 февраля мы покинули этот монастырь, Лабран. А дальше он пишет: 29 февраля мы прибыли снова в Гумбум. Вот, чтобы вы понимали, это расстояние в одну сторону заняло у него 7 дней. 7 ночей он там провел. Он никак не мог пролететь значит, на вертолете и за один день туда переместиться. Вот. Помогли это как бы раскрыть дневники. Когда мы туда заглянули, мы обнаружили, что есть описание этого обратного пути. Он другой, немножко другой. Там другие топонимы и так далее. Ну, просто такой интересный факт, как бы, что по-хорошему надо все переиздать и все покорректнее как бы сделать, ну, еще чуть-чуть корректнее. Вот. Что тут дальше интересного? Так, это я сказал. Данкор. Другое интересное место – это Данкор, большой город по тому времени. На самом деле здесь 3 Данкора: город, монастырь Данкор одноименный и Данкор-река. Вот. Интересно тем, что исследователь, тоже упоминавшийся, Рокхилл, который тоже занимался как бы подобным исследованием, тоже прошел примерно этим путем, вот в этом районе, скажем так. Я когда прочитал его кусочек из книги, которая называется «The Land of Lamas», я такой подумал: это мой как бы альтер-эго, потому что он возмущался ровно тому же самому. Он говорит, не читайте, просто послушайте, он говорит: почему, черт возьми, все названия все время записываются по-разному на всех картах? Вот, это то, что он тут говорит. Данкор превращается в Танкар или Данкир, а если взять из Википедии, как бы там кто-то методично подсчитал, то там, видите, сколько названий, это все Данкор.
Вот. И вот кусочек карты, там одно из я принял, тут вообще Дангар, то есть он даже не упоминается. То есть топонимы превращаются, дискуссия потом, да, наверное, топонимы превращаются в такую, знаете, россыпь как бы мнений, что ли. Ну вот мне показалось это забавным про Рокхелла, я это выписал себе. Значит, дальше движется Цыбиков вдоль Южно-Кукунурского хребта, вдоль берега Кукунора, вот, Бухань-Гол пересекает и вот пошел. Вот эта горная система, это и есть Кунь-Лунь, тот самый, да, вот, поэтому действительно он здесь был. Последняя такая у меня ремарка тоже мне понравилась. Почему? Потому что потом я прочел книгу современную, совсем современную книгу Юсифовича «Поход Бархато», и там эта история тоже присутствует. Цыбиков пишет, ну что вообще происходит? Давайте вернемся тут, задержимся вот здесь. Ой, да, вот здесь. Он пересекает Цайдам. Цайдам – это такая болотистая равнина с кучей рек. Останавливается на реке Баянгол, и дальше у него вилка. Ну, точнее, не у него лично, а у каравана их лично. Либо пойти по перевалу на Бурхан-Будай, либо идти дальше и через Кукутона. Так или иначе, нужно пересечь вот этот вот хребет Бурхан-Будай. Значит, он стоит, описывает эту ситуацию, тоже упоминает, да, как мы об этом знаем и так далее. Ну, потом говорит, мы выбрали вторую дорогу, пойдем через Кукутона и так далее. Вот. Но тут он также упоминает, значит, такой миф. Миф, не знаю, история, миф, такую штуку, что как образовался название Бурхан-Будай, да? Вот. И он об этом рассказывает, что Бурхан-Будай – это перевал, то место, где хан Абатай вез статую Будды, и статуя не захотела, значит, двигаться, на этом перевале выпала из повозки, и Абатай, помощники пытались ее взгромоздить на телегу обратно, не смогли, и что сделали? Разрубили на две части, и он вот воскликнул. Это цитата из Цыбикова, то есть это не я выдумал. Вот, и он воскликнул, не желающий зад останься, а желающий туловище пусть пойдет. И они поехали дальше в Эрдэнэ-Дзу. Эрдэнэ-Дзу тоже упоминается у Цыбика, это большой монастырь, совершенно вне как бы его маршрута, но тем не менее вот интересная такая история зацикливается как бы на этом. Вот вам общее представление. Весь маршрут Бурхан-Будай, Эрдэнэ-Дзу. Да? Двигаемся дальше. Сейчас пойдет побыстрее, наверняка уже переполнились информацией. Вот Баянгол, опять сдвинули вот так карту, да? Цайдам, по прямой до Галнута. Из Галнута вот тот самый хребет у Кукутона, высокий очень, высота на уровне местности высокая, Найджи, много уже тибетская начинается топонимика, тоже довольно хорошо находится на картах современных. И вот все эти точки здесь присутствуют. Вот наша экспедиция из Синина, вот он здесь где-то, ехали на поезде. И на поезде мы въехали, ну я точно не помню, как там дорога идет, но она въезжает вот сюда. Ихин-Хапцагай и еще несколько точек. Железная дорога идет прямо вот здесь, и одна из остановок Накчу. Накчу – это то место, где Пржевальского развернули. Да? Пржевальскому сказали, что извини, мы тебя не пустим, вот здесь он испытал ту самую боль. Вот. Цыбику удается пройти дальше, перевалы, уже такая горная совсем страна. И последняя точка его маршрута – Лхаса, хребет Гола, которая на самом деле сейчас называется Пенбола, река Уй, которая, ну, нет, это у Цыбикова, опять же, река Уй, сейчас она называется Лхаса-Ривер, река Лхаса, или Кичу она еще называлась. В общем-то и все. Приехали. Вот так он, значит, двигался. Один небольшой слайд, что надо сделать дальше, это я как бы для себя, что ну, не все закончено, к сожалению, работа очень, можно сказать, только началась, еще очень много всего. Это был один из участков маршрутов путешествия Цыбикова. У него есть и другие участки, у него есть дорога обратно по другим местам идущая и так далее. В принципе, можно было бы это доделывать, что называется. Оригинальные дневники нужно полностью как бы прорабатывать, потому что огромное количество новой информации. Вот. Нужно находить то, что не найдено, как я сказал. Нужно переводить все топонимы на все языки. Но это такой план максимум, я так понимаю. Ну и, конечно, делать публикации. Вот. На этом все. Немножко обрывочно и так кусочно, что было интересно, подсветил.
за вот этой всей работой стоит еще огромный документ из 270 страниц, который описывает каждый топоним и его увязывание в современную как бы действительность через фонетическую близость или через географическую близость со всеми источниками и так далее. Я, естественно, это никогда бы не смог вам показать, потому что там слишком много информации. Спасибо за внимание. У нас сейчас как бы дискуссия сразу начинается или кто-то заберет? Я не знаю. Сейчас можно задать вопросы двум нашим докладчикам. Дима, ты... Раз. Ага. Да, если у кого-то есть вопросы, я могу подходить с микрофоном. Вот здесь. Так, вот так, чтобы не фонило. Надо Коле еще микрофон дать. Один. Ну да. Мне, собственно, вопрос, наверное, больше к Николаю и к Ирине, к тебе. Вот на этих картах вы произнесли там место, я хотел сказать, Данкор. Да, да? Данкор, да. Вот. Это слово по-тибетски ничего не значит. Я вот тибетолог, я знаю Хорошо. тибетский. У вас есть название написано по-тибетски или только по-русски, если места написаны, и по-английски? Да, вопрос ко мне, да. Цыбиков писал на русском. Он использовал эти топонимы. Это принципиальная позиция. Все вот эти карты, все топонимы, это то, как писал Цыбиков. Да, поэтому дальнейшая работа уже нужно брать и, имея вот эту Понятно. ситуацию, просто переводить. Да. А вы, когда ездили вот по Тибету, вы проходили те же места, вы у местных жителей или улам спрашивали, как по-тибетски точно это находится? И... 1000 колес. 1000 колес. Он говорит, Я не спрашивал. Данкор он произносит. Не. Тон – это 1000, да, тон. Я вроде пытался показать, что... Я обратился, что дан, если ты произносишь, это дан, это просто и там какое-то колесо. Не, как я сказал, я не только не будолог и не монголовед, я еще и не говорю ни по-монгольски, ни по-китайски. Я вам хочу посоветовать, если вы хотите реконструировать, надо все равно выяснять на месте название. Почему? Потому что вот я, например, в музее Рериха в Москве, меня попросили идентифицировать имена тибетские, да, и многие записали на картах неправильно. Почему? Потому что Рерихи даже сами, путешествия, да, он спрашивает, а как эта гора называется? Конечно. Он произносит на своем диалекте или он записывает, как он услышал. Но точно перевести, чтобы графика была, нету. И поэтому, когда такая информация приходит, и музейные работники, сами не зная вот этой тематики, пишут еще, как им кажется, получается карты с совершенно неправильными названиями тоже. Да. И тут нужно очень точно написать по-тибетски слова, чтобы востоковеды могли прочитать, или транслитерацию. По-тибетски, китайски, монгольски и так далее. Ну, с Танкором я еще в кандидатской своей диссертации столкнулся, да, там Джамьян Шадба, когда основывал Лавран, он в Танкоре очень много времени провел, да, это Тонкорло, да, это 1000 колес. Еще вопросы? Где можно купить книгу? Не научную именно, для молодежи, чтобы для них было интересно. Книгу о Цыбикове? Да, можно и, да, не только о нем, о других, О путешествии? других, которые ездили в Тибет, скажем. Ну вот Ирина Регвиевна будет издавать скоро сборник, в котором будет довольно много информации о тех самых людях, которые в разное время ездили в Тибет. Я думаю, когда она, наверное, к концу года выйдет. Ну, я думаю, точно будет в магазине БНЦ. Да. У нас с книгораспространением вообще беда. Да, но я вам посоветовал бы приходить иногда в БНЦ, там есть книжный магазин, где свежие издания можно всегда купить. Можно и на нашем столе здесь посмотреть. Вот здесь, по-моему, да? Здравствуйте. У меня вопрос к Максиму Дубинину. Скажите, пожалуйста, а вы пользовались картами Maps.me приложением? Потому что вот мы тоже путешествовали в Тибет в 2019 году, и там очень много топонимов есть, которые не указаны в Google Maps. И это даже такой не вопрос, а предложение, если вы будете, у вас, если остались еще не найденные топонимы, неопределенные. Если силы есть, да. Да, Maps.me — это
приложение, карты, которые Да-да-да. они используют, называется OpenStreetMap. Вот, ну, база данных, которую они используют, поэтому там надо смотреть. Мы, конечно, тоже там смотрели вот этот перевал Гола, который находится на самом деле. Его нигде нет как Гола, он везде называется Пенбола. Почему? Потому что Пенбо — это долина реки, вот, ну, Пенюл река, да, Пенбо долина, и Пенбола, он находится именно на картах в OpenStreetMap. То есть, ну, я просто как пример того, что мы тоже там отсматривали и тоже этот источник использовали. Ну, кое-что из не найденного. Это такая работа очень повторяющаяся. Надо все время прошел один раз по маршруту, что смог найти, отдохнул, вернулся куда-то, там новый источник какой-то подключил, еще раз проходишь по нему. Ну, как бы, так что да, это надо. Спасибо. Тут нельзя достичь совершенства, можно только приблизиться к нему постепенно. Ну вот следующий вопрос здесь тоже. Спасибо большое докладчикам за ваше выступление. У меня такой вопрос. Насколько, с какими трудностями, сложностями столкнется человек, который решится сейчас повторить маршрут Гамбажап-Цыбикова, да? И, возможно, то есть даже нужно ли иметь свою машину, как пересекать границы и так далее. Пожалуйста, прокомментируйте. Классный вопрос. Я когда со своими знакомыми это обсуждаю, они такие: ну что, когда поедем уже по маршруту-то восстановился точно, ну что, погнали? Вот, значит, кое-где будет все очень удобно. И, как я говорил, здесь большая часть дорог, по которым двигался Цыбиков, они с тех пор превратились в такие хорошие автотрассы. Где-то по железной дороге можно, значит, пройти. Я думаю, что в Монголии будет сложновато. Вот, там нужно, ну, это обязательно, наверное, это только автомобильный маршрут, то есть я сомневаюсь, что это реалистично на верблюдах 131 день. Ну, наверное, есть и такие люди отчаянные, ну вот. Ну, в целом, как я сказал, мы восстанавливали это все это более-менее привязано к современным дорогам, поэтому таких участков, где ты должен как бы перепрыгнуть через пустыню, практически, очень мало. Поэтому в целом можно с комфортом, ну, если можно считать комфортом, там, трястись в пыли там, и так далее, столько-то пару месяцев, наверное. Вот. Да, я думаю, что не меньше. Я думаю, что не меньше займет. Нет, если вы хотите именно повторить маршрут, понимаете? Вот, точно. Ну, тут просто вопросы. Я просто с этого начал, что когда меня позвали в эту экспедицию, мне сказали: поедем по маршруту Цыбика. Я говорю: здорово. Значит, надо, что там, палатки, там, спальники, не знаю, там, отстреливаться от диких медведей, что-нибудь брать. Нет, что-то, сядем на машину и поедем. Вот. Ну и все было очень комфортно в результате, потому что, как я начал с чего, что маршрут воспринимается у многих людей как вот Гумбум, вот Лавран, а вот Лхаса. И сюда приедем на поезде, здесь на маршрутке доедем до Гумбума, там, значит, сделаем. Вот. И это другой маршрут, это как бы такой маршрут из хайлайтов состоящий. А настоящий маршрут, полный маршрут, это, конечно, челлендж, такой вызов для любого путешественника был бы. Ну, вот. Максим, всегда есть объяснение в виде метафор. Да. Так, друзья, и предлагаем еще пару-тройку вопросов. Есть ли вопросы? Сейчас. Какой вопрос? Ну, точно будет видеозапись этого сегодняшнего выступления. Вот мы. Да. А насчет литературы, время покажет. Путешественник тоже Базар-Баратин говорим. Тоже я, например, из этого же села, где родился Базар-Баратин, и наша школа носит его имя. И недавно, 29 буквально июня, мы отметили нашу школу 110-летие, как Зон Арван жилей, отмечера. Ага. И вот хотелось, чтобы тоже узнать, вот в Гамбажап-Цыбиково мы тоже давным-давно, я в школе еще училась, я учительница бывшая, и поэтому знаем, о Базар-Баратине так мало пишут, так мало книг почти что нету. Поэтому хотелось бы узнать, вы, дорогие наши ученые, тоже его путь тоже захватили, и мы бы много людей знали бы. Ага, спасибо вам. Очень интересные доклады.
такие прям содержательные. Мне очень понравились ваши Спасибо. доклады. Спасибо вам. Успехов вам. Я по Базар-Барадину могу немножко прокомментировать. Мы, наши ребята, хотим продолжить наш проект. И именно в наших планах повторить путь. Сейчас мы сделали Гамбажапа Цыбикова, и, как я говорила в приветственном слове, мы также хотим пройти по следам Базара Барадина и Будыра Абданова. В Санкт-Петербурге в Институте восточных рукописей содержится огромный фолиант дневника Барадина в как раз-таки монастырь Лавран, и он до сих пор не издан. И вот наша задача издать оригинальный дневник Базара Барадина, Гамбажапа Цыбикова. Вот эта вот маленькая книжка, она до сих пор не издана. А вот эта вот книга, которую все мы знаем, буддист-паломник у святынь Тибета, на самом деле это выжимка из его оригинального дневника. И вот в наших задачах издать 3 дневника наших бурятских ученых, а также повторить полностью их маршруты. Когда мы сделаем эту работу, тогда мы опять постараемся позвать всех людей и рассказать о наших результатах. Я, когда слышу смех Максима, я понимаю, что Максим у нас относится как пунктуальный географ, что да, что надо пройти. Да, лет через 20 Ну, на самом деле... Не, вот есть еще вопрос. Это возможно. Давайте. Можно еще про... Это связано, раз уж начал. Я не знаю, как бы... Надо спросить других историков, но у меня ощущение сложилось, когда я с этим всем работал, вот именно по Цыбику, что вот такой вот занудный подход, такой мега занудный, когда ты все топонимы ищешь, все пытаешься расписать, он вообще очень редко кем применяется, да? И когда я заныривал, пытался в маршруты других людей, которые тоже были связаны с Цыбиковым, там Чернов, там Позднеев, да, тот, кто его подбил на путешествие, я везде натыкался на одно и то же. Непонятно, где они путешествовали. Я брал отдельные топонимы, которые мне были интересны, потому что они как-то были связаны с Цыбиковым, и я ничего не находил. Может, они вообще не путешествуют? Ага, нет, конечно, нет. Конечно, они путешествуют, просто мне кажется, это какая-то вселенская несправедливость, которую надо срочно исправить, что огромное количество информации у нас есть уже. Садись, делай, расшифровывай все это и так далее. Но это вот просто, видимо, такой технологический какой-то сдвиг должен произойти. Он уже произошел, просто наука должна его подхватить, и все остальные маршруты тоже также обработать. Потому что и Пржевальский, и Потанин, и Козов, и Роборовский — это все картинки на... Вот картинки, вот как я показывал, это хороший результат. Я не хочу никого обидеть и сказать, но это первое приближение. Это вот тот самый перемещение на вертолете из точки А в точку Б, или там на машине на скоростной. На самом деле они очень подробно описывают свои дневники и маршруты. Ну и еще один факт, важный для понимания объема работы, что ли. 131 день, помните, Цыбиков шел по маршруту 131 день. Я потратил на то, чтобы его маршрут вот так вот проработать, не меньше. То есть его дневник, вот он написал, он прошел это физически. И я, конечно, у меня еще работа есть, я работал на работе, вот вечером там делал. И по времени это заняло не меньше, поэтому это такая большая работа. Я поэтому так хихикал, Дима меня. Поэтому, возможно, вполне возможно. Просто время надо. Большое спасибо всей команде во главе с Ириной Рябиевной. У меня, знаете, вот такой вопрос к команде. Я знаю, вы очень долго готовились к этой экспедиции, писали грант. Вот какие еще секреты остались у Гамбажапа Цыбикова? Вы все для себя открыли. Может быть, это вопрос, я не знаю, Коле или... На самом деле кажется, да, что все секреты наших путешественников, казалось бы, все знают, а если начнешь копаться, оказывается, ничего не известно. Прошло 125 лет, оригинальные дневники совершенно не изданы и никому не известны.
И когда, если мы сможем проделать эту работу, мне кажется, откроется очень много новых тайн о наших знаменитых земляках. Ну что ж, последний, наверное, вопрос, да, на сегодня. Уже жарко. Здравствуйте. Мне очень приятно, что в воскресенье люди пришли, не просто лежат где-то, да, дома, но сюда пришли. И интерес к этой теме, я думаю, очень высокий. И как напутствие, да, вот про Базара Барадина можете также исследовать. И в прошлом году на международном форуме буддийском в Иволгинском Дацане тоже в адрес вашего центра Хамбалама сказал, что я вот сколько лет прошло, я их жду, сказал. Вот они ничего не говорят, ничего не сделали про Этигелова, ну вот про это явление, то, что он до сих пор вот. И сейчас тоже, по-моему, в августе будет форум, да, и тоже предстоит, я думаю, большая работа у вас. Желаю удачи, успехов. И то, что вы проделали такую большую работу, да, экспедицию в Тибет, я думаю, это тоже нужно было бы выводить на массы. Вот сейчас очень маленький процент людей, конечно, пришло сюда, но хотелось бы, чтобы люди больше знали. Даже я тоже в свое время эту книжку читала, смотрела, но прошло столько лет, я уже очень много всего забыла, да, и доклад Церемпилова Николая был очень информативным, содержательным, и хотелось бы, чтобы про него больше людей знало, не только взрослое население, но также и дети школы. Может быть, на классные часы, туда же в разговоры о важном можно было бы, даже выйдя через Министерство образования, да, вот классные часы как-то разработать, чтобы люди, дети наши знали о наших ученых, чтобы уже готовый урок был для детей. Спасибо большое. Ну что ж, мне кажется, это было отличное такое благопожелание. Вот, поэтому мы думаем, что на сегодня мы будем заканчивать, но заканчивается только часть лекционная. Вы можете теперь уже спокойно, мы поставим какую-нибудь плавную тихую музычку, а вы сможете ходить и смотреть все работы, всю экспозицию выставки. Если кому-то захочется еще что-нибудь посмотреть, вы обязательно поднимитесь еще на 4-й этаж, там есть продолжение выставки. Вот. Поэтому, что ж, друзья, всем спасибо, обязательно подписывайтесь на нас в Телеграме, в Ютубе, в Инстаграме и так далее. Вот там вот на станке есть наши визиточки, обязательно возьмите с собой. Спасибо всем.